Наверняка любой житель и гость Советской Абхазии помнит на улицах города желтые автомобили с красной крышей и шахматным рисунком на бортах. В те годы Сухумский таксопарк был крупной государственной организацией. Трудились в парке в основном знаменитые «Волги», ГАЗ-24, позже «Москвичи». В то время профессия таксиста считалась довольно престижной. Получить такую работу было непросто. Помимо навыка вождения и умения ориентироваться на местности, шофер был обязан хорошо разбираться в автомобиле и уметь его чинить. 49 лет Руслан Куруглы работает водителем такси. Говорит, раньше было сложно трудоустроиться, а вот ездить было намного легче. Люди тогда сдавали права официально, получали документы. Мы, например, получили права в армии. Надо было 500-километровый марш, еще раз там учиться. Надо было пушку загнать в окопу с 2 раз, с 3-го нет. А если ты не загнал, значит, до конца демобилизации тебе не давали права в руки. Только когда приедешь сюда, и то надо было стаж какой-то иметь. Много было профессионалов. А сейчас любители, которые по Голдуне ездили, и очень многие аварии за это. Опыта мало. Тяжело ездить. Раньше было легче. Сухумский государственный таксопарк прекратил свое существование в 1992 году. В послевоенные годы в Абхазии служба такси долгое время не функционировала. Были водители, предлагавшие частные услуги. Однако люди в основном боялись ими пользоваться. «Гаруда Экспресс» – одна из первых официальных фирм, открывшихся в республике в начале 2000-х. Сначала в компании было несколько машин. Сегодня таксопарк «Гаруда Экспресс» объединяет более 100 автомобилей. Таксистом стать было легко, но саму схему создания компаний никто бы не сказал, потому что некому было, никто еще не имел таких компаний, да, и некому было нам это рассказать. А я видел это в Европе, я какое-то время провел в Праге и видел, что это работает. Сделали ту систему, установили, очень долго мы с ней мучились, потому что не было перевода, это надо было сначала перевести, потом это надо было привести в соответствие под наши реалии абхазские. Расстояния другие здесь, ценовая политика другая. С кучей проблем столкнулись, но после 2 лет мучения мы смогли нормально поставить эту программу и запустить процесс полноценно. Благодаря интернету сегодня работается слаженно и просто. Процесс автоматизирован, что позволяет объединить всех участников – клиентов, водителей и диспетчеров. Да, Шамиля 52. Да? Хорошо, что-то везете вы? Угу. Хорошо, ожидайте, пожалуйста, звонка, машина подъедет. Всего доброго. Принятая заявка отправляется в систему распределения, которая оповещает водителей, территориально расположенных к клиенту ближе всего. Сегодня такси во многом усовершенствовалось и может предложить разные услуги для комфорта клиента. Один звонок, и буквально через 5-7 минут водитель уже на месте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, на абхазское телевидение с заездом на проспект Аяйра. Хорошо, сделаем. И также я выбирала салон для некурящих. Все понятно. Поехали. Современное такси предоставляет услуги трезвый водитель, перевозку багажа и даже доставку продуктов. Некоторые компании возят детей в детский сад и школу. Кроме внутренних маршрутов, многие службы такси осуществляют индивидуальные и групповые трансферы за пределы Абхазии. Конечно, маленьким компаниям выживать сложнее, чем крупным, ведь конкуренция растет с каждым годом. Я эту фирму купил 8 лет тому назад, уже 9-й год как идет. Тогда фирм было гораздо меньше. И работы было больше. Вокруг меня вот это вот место около 7-8 фирм просто официальных, неофициальных там и частные такси. То есть конкуренция очень большая, огромная конкуренция. Еще новые виды. Я работаю по старинке, звонок, диспетчер уже отвечает. А сейчас уже новшество идет, кто больше владеет финансовой точки зрения. Они ставят и счетчики, GPS, и все, что хотите, как полагается. Но это много со временем. Я думаю, что я тоже к этому тихо-тихо приду. Стать таксистом в Абхазии довольно легко. Для этого достаточно наличия водительского удостоверения, автомобиля и справки из психиатрического диспансера. Остальные ограничения и требования регулирует сама компания. Самое главное, любой может устроиться к нам на работу, но, конечно же, я смотрю еще на возраст.
И самое главное, я смотрю на то, что на ведение трезвого образа жизни, потому что мы имеем большую ответственность, мы возим людей в конце, мы возим помимо, еще мы возим детей, родители нам доверяют своих детей, кто в садик, кто в школу, они уже знают всех моих водителей. Насчет возрастного категории это уже идет от 20, желательно, конечно же, от 25 до 55 лет, потому что уже с возрастом человек как-то бдительность больше теряет. Но конкретно возрастного ограничения у нас нет. По словам самих водителей, при сравнительно небольшом заработке работа у них сложная и утомительная. Все зависит от сезона, спроса, выбранной службы и других факторов. Кроме того, таксист должен уметь найти подход к каждому пассажиру. Сложности бывает, конечно, но что делать, работаем. Самое главное — безопасность у нас и комфорт, чтобы клиента довести куда надо, комфортно и безопасно. Это у нас первое, можно сказать. Клиенты тоже, наверное, разные попадаются. Конечно, разные, общительные, необщительные. Это у каждого свое, как говорится, клиент прав. И остальное от нас все зависит. Такси – это визитная карточка любого города. Водители ежедневно помогают сотням горожан без опоздания добираться на работу, вовремя возвращаться домой и с удобством совершать множество других поездок. Эта нелегкая профессия всегда будет необходима и востребована. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.